Сегодня ингушская делегация во главе с руководителем Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Муслимом Яндиевым и директором НТРК Ингушетия Курешем Агасиевым в рамках двусторонней встречи посетила Чеченскую республику. Представители двух министерств обсудили развитие отношений между братскими республиками и ряд значимых вопросов. Индира Манкиева с подробностями. Цель визита – знакомство и обмен опытом. Говоря о взаимодействии двух министерств, в первую очередь необходимо создать единую концепцию воспитания молодежи. Взаимодействие органов СМИ и религиозных деятелей двух сторон также очень важно. Наши начальники отделов, мои заместители, помощники также изъявили желание приехать, познакомиться со своими коллегами здесь, в вашем департаменте, действительно обменяться опытом, проговорить ряд проектов, над которыми мы сейчас работаем, и, возможно, какие-то важные, интереснейшие проекты. Мне вот помощник передавал, когда был здесь на вашем мероприятии, в то время мы были, вы знаете, в Ставрополе. И вот как раз проговорить, я знаю, что вы поднимали этот вопрос как раз по войнавскому этносу, по истории, по архивной работе. Ну а главный вопрос на повестке – борьба с терроризмом и экстремизмом в молодежной сфере. 21 век – век интернета, молодежь в зоне риска. На войне во всемирной паутине нет правил. Именно поэтому вести борьбу в этом случае тяжело, заключил Умаров. Искоренить чуждые нашим молодым идеологические понятия и курсы воспитания по кавказским обычаям – то, что может нам помочь, считают коллеги. Объединить наши усилия в вопросах идеологии, а именно мы должны четко понимать в нашей непростой ситуации, что во времена ведения информационной войны мы должны очень четко понимать те веяния и направления тех социальных групп, которые присутствуют в наших регионах, какие из них укрепляют наш строй, какие из них способствуют укреплению единого многонационального государства, а какие из них явно действуют на подрыв конституционных устоев, что само по себе является государственным преступлением. У Чеченской республики большой опыт решения многих задач. Это, конечно, в первую очередь работа, профилактика по борьбе с экстремизмом, терроризмом. И вот то, что Джамбулат Вахидович озвучил, вот объединение усилий, работа направлена на поиск общей истории, нашего общего корня. Вот это одна из главных таких стратегических задач, которые мы сегодня успели обсудить. Но и объединение всех позитивных, конструктивных сил направлено на воспитание нашего подрастающего поколения, чтобы защитить их действительно от чуждых идеологий, чтобы наша молодежь воспитывалась в духе толерантности, взаимного уважения, действительно, как предписывали наши традиции и обычаи. Далее делегации устроили небольшую экскурсию по аллее славы Чеченской республики. Здесь гостям рассказали истории возрождения и становления чеченского народа. Помимо руководителей ведомств, пользу из этой поездки извлекли и рядовые сотрудники министерств, ведь у них появилась возможность перенять опыт друг друга. Пообщались со своими коллегами, обсудили интересующие нас темы, вопросы, план мероприятий, обсудили праздник, который у нас будет скоро. Пригласили их к нам в республику, в наше министерство. Наша задача – сохранить и продолжить все, что мы имеем. Именно на этой фразе и завершается дружеский визит ингушской делегации в Чеченскую республику. Индира Манкиева, Рахман Цуров, Новости 24.